Как улучшить город Якутск и с какими проблемами сталкиваются строители? Об этом мы сегодня поговорили с нашим гостем Терентием Афанасьевичем Корниловым, директором Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета, доктором технических наук. После окончания инженерно-технического факультета Якутского государственного университета в 1982 году начал трудовую деятельность в производственном объединении «Якутмежсовхозстрой». В 1983 году был принят на работу в лабораторию надежности стальных конструкций при научно-исследовательском совете ЕГУ. В 1985 году поступил в аспирантуру Института проект «Сталь-конструкция», где в мае 1989 года успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 году избран на должность заведующего кафедрой строительных конструкций и проектирования ИТФ. В 2002 году Терентий Корнилов избирается деканом инженерно-технического факультета, а в 2012 году назначен директором инженерно-технического института. Сегодня под его руководством на базе инженерно-технического института создана уникальная научно-техническая база для развития инженерного образования и науки. Терентий Афанасьевич является автором более 100 научных работ и 4 патентов. В 2010 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему повышения надежности конструкций зданий и сооружений в условиях экстремальных нагрузок и воздействий севера. Сегодня является руководителем научного направления, связанного с проблемами проектирования и строительства малоэтажных домов из ЛСТК в условиях Крайнего Севера и разработкой конструктивно-технологических решений стеновых ограждений с применением автоклавного бетона для каркасных зданий. Терентий Афанасьевич Корнилов – соавтор территориальных строительных норм, 2 отраслевых документов, 2 монографий, ряда учебных пособий. Кроме научно-педагогической деятельности, активно занимается инновационно-производственной деятельностью. Под его руководством организованы 8 малых инновационных предприятий в сфере строительства и архитектуры. В июне 2014 года введен в эксплуатацию инновационный учебно-производственный комплекс «Стройкомпозит», где производится автоклавный пенобетон из местного сырья по техническому регламенту, разработанному сотрудниками института. Терентий Корнилов избран вице-президентом Международной ассоциации по развитию холодных регионов. Является членом Президиума Совета учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области строительства и правления Международной ассоциации строительных высших учебных заведений. Как член Высшего инженерного совета Республики Саха-Якутия активно занимается популяризацией профессии инженера среди молодежи. Область научных интересов: металлические конструкции, нагрузки и воздействие на здания и сооружения, энергоэффективность зданий. Давайте поговорим о климатических условиях, при которых нужно строить. Что нужно учитывать, о чем нужно помнить? Хорошо, очень хороший вопрос. Но, как вы знаете, во-первых, территория у нас очень большая. Сегодня как раз при встрече с президентом компании «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым как раз озвучили вот эту цифру 3 миллиона квадратных километров. Нигде такого нету, скажем, даже в России, таких условий, климатических условий. Это, во-первых, низкая температура, тут секретов нету. Но тут, если с точки зрения строительства подходить, нам есть определенные параметры. Например, количество дней с отрицательными температурами. Или количество дней отопительного периода есть. Например, у нас количество дней отопительного периода составляет 240 дней и больше, до 365 дней. То есть в некоторых районах, арктических районах, топят круглый год. Теперь, второй фактор такой, еще интересный фактор, это особо низкая температура. Скажем так, температура наружного воздуха минус 40 градусов и ниже. В центральных районах она составляет 60 дней. В арктических районах еще больше. То есть 2 месяца стоит температура средняя в год, это минус 40 градусов.
А для нас это важно, потому что мы не можем строить, когда на улице минус 50, например. Ну, не правильно? только, да, мы должны учитывать вот эту особо низкую температуру, да, при проектировании, ну, например, ограждающей конструкции, да, наружных. То есть толщина, ну, проще говоря, толщина теплоизоляции, она должна быть гораздо больше, чем, например, в Московской области. Да. Теперь, многолетние мерзлые грунты. То же самое, да, практически вся территория нашей республики находится в зоне многолетних мерзлых грунтов. То есть мы должны проектировать с учетом вот этих мерзлых грунтов. И при том сегодня задача поставлена даже с учетом изменения климата или оттайки грунтов, будем говорить. То есть мы должны уже сегодня при проектировании предсказывать температурный режим грунтов. Ну, скажем так, на весь срок эксплуатации здания. И еще один интересный факт, вот из моих собственных наблюдений надо учитывать, это в первую очередь касается особенно 16-этажных домов, высоких высотных зданий. Да? Ну, наверное, многие замечают, да, в зимний период очень трудно открыть дверь, подъезд, проще говоря. Да? Или замечаете, наверное, что окно начинает дуть. Вот это есть специфика нашего района, да, связанная с разницей плотности воздуха, внутреннего воздуха и наружного воздуха. Да. Из-за того, что плотность воздуха разная, резко, намного отличается, начинает проникать холодный воздух вовнутрь. Да. Вот это называется инфильтрация. А решить эту проблему можно? Ну, я давайте цифры озвучу, да, для сравнения. Да. Вот для 16-этажного дома, да, вот эта разность давления наружного и воздуха на внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции составляет 110 паскаль для 16-этажного дома. Для 9-этажного дома она составляет 60 паскаль. Вот. И поэтому, конечно, вот это все очень сильно влияет на теплозащиту зданий, скажем так. Да. То есть мы должны строить очень качественно. Очень качественно. У нас вот это, даже вот эта рама окна должна очень плотно прилегать к основе и тому подобное. То есть любой дефект, любая щель, она сразу будет влиять на комфортность проживания, скажем так, по-простому. Самое время поговорить о технологиях, да, но в принципе это ни для кого не секрет, что инженерно-технический институт очень впереди по технологиям новым, да. Вообще какие технологии современные используются в строительстве в республике, ну и в частности вот инженерно-технический институт что предлагает? Ну, как я сказал, сегодня строят в основном больше 12 этажей, скажем так. Но само собой, чтобы строить вот такие дома, да, высотные дома, сегодня в основном используется каркасно-монолитное домостроение, так называемое. Да. То есть используют опалубку и туда укладывают, после, значит, устройства там, арматуры и так далее, да, укладывают бетон. Это называется монолитный железобетон. Да. И, конечно, сегодня технологии позволяют, то есть используется универсальная опалубка. Подача бетона сегодня производится автоматически с помощью специальных установок. Да. То есть, и в чем хорош вот этот каркасно-монолитный дом? Да? С помощью универсальной опалубки мы можем придать абсолютно любую конфигурацию здания. Да. Это первое. Да. Второе – это свободная планировка. То есть несущая конструкция – это каркас, а внутри дома мы можем устроить любую планировку. Понимаете, о чем речь идет? Вот этим хорошо, да. А на самом деле, да, наша республика, когда начали использовать как раз вот каркасную монолитную технологию, да, наши строители были первыми, да, на Дальнем Востоке, по большому счету. Да. Я вот в середине 90-х годов, мы когда начали строить себе коттеджи, мы как раз использовали вот эту технологию, и нам казалось, что это самая передовая технология, да. А строили всего двухэтажные дома, да. А сегодня строят уже 16-этажные дома. В малоэтажном домостроении тоже выбора очень много, да. Ну, в городе Якутске, как вы замечаете, в основном тоже используют, в каменном варианте в основном строят, да, в деревянном варианте очень мало. Вот как раз мы буквально 2 дня назад встречались с строительными компаниями, которые занимаются деревянным домостроением, да, по республике. Да. Это 10 компаний собрались и как раз обсуждали,
какие технологии сегодня можно использовать в наших условиях. Вот. Ну, в основном, конечно, в основном строят деревянные дома из бруса, но в отличие от предыдущих лет, да, используют дополнительные теплоизоляции снаружи, да, 10 сантиметров минплиты добавляют. Да. Если взять брус, например, 180 миллиметров, да, то сопротивление теплопередачи всего получается 1,1, скажем так. А если мы добавляем 10 сантиметров теплоизоляции, то уже сопротивление теплопередачи становится более 3. То есть 3 раза теплее становится, всего 10 сантиметров. Да. Вот. Второй, самая распространенная технология – это МХМ-панели. Да. Ну, наверное, наблюдали вот такие деревянные панели из досок, будем говорить. Это компания «Алмаз» у нас занимается, да, успешно буквально. Да. И вот как раз село Бескюл, помните, наверное, да, в прошлом году после лесных пожаров останавливались с применением вот этих МКМ-панелей. Да. Но на самом деле технология хорошая. Если, например, полностью соблюдать технологии изготовления панелей, да, то есть правильно производить сушку и тому подобное. Да. Вот наши ребята из как раз кафедры, значит, технологий деревообработки занимались не только там технологией, там помогали в разработке сушки, вот этой древесины нашей, лиственницы, да, которая является самой прочной, кстати, в мире. Да. Вот. И занимались также, значит, огнебиостойкостью вот этих деревянных конструкций. Да. Ну, то есть современные технологии позволяют еще сделать прочнее натуральные материалы? Нет, ну не прочнее, а точнее огнестойкость. Обеспечивают огнестойкость, будем говорить. Как интересно. Ну, чтобы не гнили и так далее, биостойкость увеличить. Есть специальные химикаты и тому подобное, да, которые нужно там, наносить и так далее. Да. Вот таким образом, да, если коротко. Мы вот говорим еще про высотные здания, да, и то, что в Якутске очень много, слишком много, да, высоток. А почему, как это сказывается вообще на окружающей, да, на окружающей среде? Какое техногенное воздействие множество высоток оказывает? Честно говоря, да, сегодня тоже мне не нравится, честно, то, что сегодня построено там в 203-м квартале. Я думал, в 203-м квартале все-таки будет менее плотная застройка, скажем так. Но тем не менее, сегодня построено очень плотно. Нету, значит, участков, где можно там поставить машину и так далее, жители мучаются и тому подобное. Да? Вот, есть такой момент, тоже очень плотная застройка в микрорайоне Прометей, тоже наблюдаете, наверное, да. Но самый худший вариант, на мой взгляд, да, здесь, что эти дома, 16-этажные дома, в основном проектируют, размещают, точнее, в этих домах одно- и двухкомнатные дома, квартиры. То есть там живет очень много молодых семей, проще говоря, да. Естественно, да, все это дело, ну, социальная обстановка и тому, все это, конечно, надо учитывать. Да. Если мы действительно строим 16-этажные дома, мы должны обеспечить и автостоянкой, да, нормальной и тому подобное. Потом, на мой взгляд, очень плотная застройка, конечно, со временем приведет, ну, скажем так, все равно эти дома будут оказывать техногенное воздействие на состояние грунтов-то. Мы сегодня про это много говорим на самом деле, да. Мы еще не знаем, каким образом это будет сказываться, да. Например, там даже сегодня, когда строили дома в микрорайоне Прометей, если внимательно посмотреть, да, то вокруг этих домов уже есть охлаждающие установки. То есть эти дома построены, ну, будем говорить, на сложных грунтовых условиях, да. Вот. Поэтому, конечно, все эти вещи надо учитывать. Интересно. Да. И потом вторая проблема, на мой взгляд, да, это совершенно не решен вопрос воздухообмена в таких домах. А почему это важно? Ну, во-первых, от правильного воздухообмена, да, от наличия свежего воздуха, конечно, в первую очередь зависит здоровье человека и комфортность проживания. Имеется в виду воздухообмен, это то, что мало свежего воздуха поступает. Да, потому что если возьмем, да, ну, проектное решение по большому счету, да, то что для 9-этажного, что для 16-этажного дома совершенно система одинаковая.
То есть воздух должен поступать там через окна и тому подобное. Такая система заложена. Да? Вот. Кроме этого же у нас еще, вот, как я говорил, инфильтрация воздуха влияет. Если в нижней части здания там наоборот воздух поступает, эта инфильтрация происходит, а в верхней части наоборот эксфильтрация. То есть воздух стремится наружу. Да? Наоборот. Вот. И без учета вот этих всех физических явлений сегодня проектировать вентиляцию, скорее всего, недопустимо. Да. И вот этот вопрос, конечно, надо решать. Да. Надо решать. Решение вот этой проблемы мы несколько раз уже обсуждали с проектными компаниями, да, каким-то образом, застройщиками, точнее, крупными застройщиками предлагали свои услуги, но пока нету ответов таких нормальных. Мы же хотим получить некоторое финансирование, да, чтобы какой-то эксперимент поставить, теоретическую часть. Да. Бесплатно тоже не хочется работать. Да. Вот. Поэтому все эти вещи надо решать, конечно, в первую очередь. Да. Очень актуально будет поговорить о том, какие решения институт предлагает для арктических регионов. Да? Буквально только что говорили про оленёв, про весь этот опыт. Да. Какие решения вот сейчас есть, что мы предлагаем для строительства малоэтажных, да, зданий? Вот, сегодня как раз у нас мы открыли образовательный форум. Да, на решение одной проблемы – это разработка энергоэффективного индивидуального дома в селе Оленёк называется. Такая интересная тема. Да? И вот как раз у нас выступал профессор Мясников Алексей Егорович, который имел опыт. Он сам даже служил когда-то в Артийском районе, да, и рассказывал историю, в принципе, строительства Артийских районов. В советское время все это дело завозилось Северным морским путем. Полностью. То есть оттуда, сверху. Оттуда, да. Тикси, Анадырь, Мурманск, это все полностью конструкции завозились из Ленинградской области. Да. Притом это были каменные панели или деревянные панели, то есть быстро возводимые дома, будем говорить. Да. Но сегодня в таком объеме в Артийских районах не строится. К сожалению, там очень много ветхого жилья. Мы как раз встречались с Черноградским Владимиром, это Владимир Николаевичем, да, это у нас министр по развитию Артийских районов Республики Саха-Якутия. И он говорил, что есть большая потребность сегодня именно строить там благоустроенное жилье, в первую очередь для молодых специалистов. То есть, чтобы наши молодые специалисты ехали туда работать. Потому что не хватает учителей, не хватает врачей, и других специалистов. А без наличия комфортного жилья многие молодые люди сегодня не хотят. Конечно. И перед нами буквально поставлена была вот такая задача, да, чтобы мы решили, хотя бы частично. Да. Сегодня это министерство очень много занимается, объявляет различные конкурсы на разработку макет-планов этих поселков. Например, там Оленька разработана, да, макет-план села Оленька, кстати, известной архитектурной мастерской Никита Осадова, московской компанией. Да. Сегодня тоже, по-моему, еще конкурс не закончился по разработке макет-плана поселка Тикси. То же самое. Да. И мы хотели, конечно, заниматься именно разработкой каких-то новых подходов, научно обоснованных подходов, да, по проектированию и строительству новых артических поселений. Да. Мы имеем определенный опыт в этой области. Да. Сегодня, конечно, там надо строить какое-то абсолютно современное артическое жилье, да, которое отвечает современным требованиям. Это в первую очередь, конечно, такое жилье должно обладать энергоэффективностью. Наверное, сами знаете, да, что у нас самое дорогое сегодня, да, по эксплуатации зданий – это тепловая энергия плюс электричество. В Артийских районах это вообще золото, скажем так. Себестоимость сегодня, электроэнергия там составляет более 50 рублей. Да. Если Якутска сегодня юрлицам, 1 киловатт там 6,5 рубля, будем говорить, а там 50 рублей. Представляете, что это такое? Да? То же самое, да, якутская тепловая энергия дорогая, а там вообще... Поэтому, конечно, если мы не будем там проектировать, скажем так, дома, которые обладают очень высокой энергоэффективностью, да, мы ничего не достигнем.
Поэтому мы сегодня готовы, да. Есть определенные проектные решения, разработки различные, да. В принципе, в мире такой опыт есть. Да. В Норвегии, там, в Аляске, на Аляске и тому подобное. Да. Поэтому мы спокойно можем. Когда у нас в Якутии могут появиться такие дома? Ну, так, навскидку, если... Не знаю, да. Но в этом году мы, кстати, будем участвовать в конкурсе, да, комплексных научных исследований, где как раз вот объявляется конкурс по разработке вот таких научно обоснованных решений новых арктических поселений. И как раз будем участвовать. Это всероссийский конкурс? Нет, нет, это Академия наук у нас объявляет, республиканский у нас. Вот. И надеюсь, если выиграем, мы будем конкретно заниматься. И там одна из задач такая стоит, интересная задача тоже есть у нас, точнее в этом тех заданий объявлено, да, что, к сожалению, вот то, что было когда-то существовало еще в советское время, это стройиндустрия, да, то есть там, ну, скажем, производили некоторые виды материалов на местах-то. Это везде какие-то небольшие цеха были, которые там блоки делали. Все это дело сегодня, к сожалению, уже нет. Поэтому основная задача наша, да, мы должны изучить сырье, которое находится, например, в том же Оленегском районе, да, сырье. И на основе этого сырья должны предложить именно технологию производства материала из этого сырья, чтобы не завозить, потому что одна из составляющих дороговизны строительства на северах, в арктических районах, это труднодоступность. То есть туда завозится в основном только зимний период. Все, начиная от гвоздей, заканчивая там теплоизоляционными материалами, будем говорить. И наша задача, вот такая интересная задача стоит. И мы должны организовать там, ну, небольшое производство там, того же там, полистирол-бетона, скажем так, или там бетонных блоков с применением там, пеностекла и тому подобное. Ну, то есть это получается, что и молодые специалисты будут туда переезжать и работать там в этих предприятиях, да? Да, ну, желательно бы, конечно, да, но мы можем подготовить просто из местных кадров-то, которые там работают, местным компаниям, которые сегодня работают в этих районах, да, предложить-то. Открыть такое производство. Да. Ну, того же хотя бы полистирола, да, чтобы отсюда не возить. Да. Это все ну, сегодня возможно. Полистирол, его реально производить, допустим, на местах? Да, ну гранулы завозить, по крайней мере, да, небольшую технологию туда поставить и организовать, поставить, ну, производство само, да. Вот. Сопровождение сделать, чтобы они дошли уже до производства, да, и на этом, так сказать. А сейчас вот вообще во всем мире, в России, да, в том числе все говорят о цифровизации, и в том числе в строительной области, да. А какие у нас, скажем, есть решения на этот счет, да, какие шаги мы делаем? Ну, сегодня как раз вот при встрече с президентом компании «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым, вот как раз говорил он про применение, в первую очередь, что молодые специалисты любой области при том, да, начиная от горняков, геологов, они все должны иметь цифровыми компетенциями, будем говорить. Это в первую очередь. Да, они должны обладать там BIM-технологиями. Да. Вот. И несколько примеров приводил, да. Очень много примеров, да. Поэтому мы в этом году очень плотно занялись вот этой проблемой, да, и участвовали в конкурсе проектов по программе «Приоритет 2030» в университетском конкурсе. И выиграли проект, там, называется «Цифровой код строительства в холодных регионах». И как раз в этом проекте мы заложили там полностью цифровую трансформацию наших образований. То есть образование не только студенческого, но и переподготовки, повышения квалификации специалистов строительной отрасли. И вот эти вопросы мы уже несколько раз обсуждали, провели там 2 круглых стола, например, да, с проектными организациями. Потом круглый стол прошел у нас в Госсобрании нашей республики. Да. И сегодня задача поставлена, значит, разработки цифровой платформы строительного комплекса, в принципе, да, чтобы вот как раз вот в этой цифровой платформе все было, начиная от градостроительной документации, заканчивая документацией по не только проектированию и строительству,
но и эксплуатации зданий. Да. Цифровизация, она должна охватывать все, да, начиная от проектирования, заканчивая эксплуатацией. Да. Представляете, сколько специалистов нужно сегодня готовить? Это огромная задача стоит. Или переподготовить, чтобы, грубо говоря, не выкинуть старое. Да. Есть. И в этом отношении нас очень хорошо поддерживает наше Министерство строительства, да. Проектные организации, строительные организации. Мы как раз эту тему обсуждали на нашей стратегической сети. Примерно порядка 70 специалистов строительной отрасли участвовали. Да? И сегодня мы, как я сказал, выиграли вот этот проект внутриуниверситетский. Да? И сегодня как раз занимаемся переподготовкой, в первую очередь, наших специалистов. Угу. Да, но вот я слышала, да, что уже ведутся, правильно, там курсы повышения квалификации, да, уже институт проводит. Вот, и по каким темам специалисты развиваются? Вот мы, во-первых, начали с того, что в декабре буквально проходили повышение квалификации наши преподаватели и сотрудники. Это порядка 50 человек. И после этого в феврале, вот начало февраля, мы занимаемся проведением курсов повышения квалификации для проектировщиков. Это в первую очередь по архитектурному проектированию. Ну и вторая программа у нас сегодня реализуется, это инженерное обеспечение зданий. Но сегодня вот как раз мы обсуждали, и в первую очередь мы поставили задачу, чтобы прошли действительно переподготовку молодые специалисты в Институте Минстроя Российской Федерации. Есть, оказывается, такая программа Минстроя, да, где как раз проводятся курсы не повышения квалификации, именно переподготовки. Да. То есть, получается, практически они обучают на BIM-менеджера, скажем так. Да. Вот. И мы сегодня направляем там 3 человек, и 3 человека должны в течение лета получить определенную квалификацию, дипломы получить и осенью реализовывать вот наш проект. В принципе. То есть, получается, с осени текущего года уже у нас будут свои BIM-менеджеры, которые смогут обучать других. Естественно. Ага. Вот. Ну, это только по BIM-технологиям, да. Но кроме этого же есть еще специалисты в других областях, да, там более точному расчету там, конструкций, да, с применением там, значит, метода конечных элементов, да. Ну, там такие более точные расчеты. В этом направлении тоже наши ребята будут переобучаться, хотя они сегодня очень хорошие специалисты в этой области, да. И я надеюсь, как раз мы более сложным системам будем обучать еще проектировщиков. А обучение BIM-технологиям, это мы понимаем, обучение студентов или это будут курсы повышения квалификации? Очень хороший вопрос. Во-первых, мы в учебных планах заложили, начиная с 1-го курса, то есть отдельные элементы. Вот. Это мы переход на новые программы. Сегодня, в принципе, как вы знаете, в связи с прошедшими событиями, везде, ну, начиная от различных программ, там, системы Autodesk, запрещенные у нас есть, поэтому мы сегодня переходим на российские программные продукты. Да, вот. Сегодня мы изыскиваем, какие, в принципе, в строительном комплексе есть рекомендации, да, применения определенных программ, ну, того же Ренги и тому подобное. Да. Сегодня мы вот как раз наших сотрудников будем направлять на обучение по российским, будем говорить, программным комплексам, обучение российским программным комплексам. Интересно. Но эта вот информация будет интересна для абитуриентов, которые сейчас вот рассматривают институт. Знаете, вот мы все знаем, да, что сейчас идет конкурс на создание мастер-плана Якутска. Вот, какое ваше мнение, да, то есть каким должен быть градостроительный комплекс, о чем надо, какие проблемы, скажем, и что надо понимать? Как вы знаете, сегодня вот этот конкурс идет уже, да. Там есть определенные консорциумы, ну, это группа компаний, которые как бы составляют консорциум, то есть мы сегодня вошли в консорциум, который возглавляет Институт генплана Москвы, называется. И наша кафедра архитектуры во главе, значит, Алексеем Николаем Николаевичем активно участвует в этом процессе, да, конкурсе. Вот. Приезжали недавно, значит, была выездная сессия, так называемая, приезжали как раз финалисты этого конкурса, там порядка 20 архитекторов с различных городов России, да, Воронежа, Москвы и так далее, Нижнего Новгорода были, да. Вот как раз обсуждали, ну, будем говорить, их как раз показывали город,
рассказывали им определенные проблемы и тому подобное. Да. В принципе, показывали город. Да. Вот. И сегодня, конечно, вот эти команды должны разработать мастер-план города Якутска, где вот, будут заложены самые современные тенденции развития северных городов. Притом с учетом, конечно, в первую очередь должны учитывать наши климатические условия, да, проблемы города Якутска. Да. Но это, на мой взгляд, это в первую очередь весна. Сегодня как раз мы обсуждали про это, да, это водоотвод. Поверхности земли, будем говорить. Вот эту проблему, конечно, должны в первую очередь учитывать. Вот. Потом, конечно, у нас сегодня уже города расти некуда, ну, проще говоря. Да? Вот. И, например, консорциум как раз во главе, значит, с институтом генплана города Москвы, вот, с нашим Алексеем Николаем Николаевичем, предлагает, например, обустроить все-таки 204-й микрорайон. Это... Может быть, многим не понравится, да? Ага. Это развитие 203-го Это дальше квартала он будет идти в сторону площади Марата? Нет, дальше. Дальше, Вот да? где Чернышевская, есть же вот так круговой там поворот, же уже пригородная. оттуда начиная отсыпать вот эту территорию и сделать очень красивую набережную, да, до 203-го микрорайона, да, пешеходную такую набережную, да, и застроить все-таки вот эту часть города. Такая интересный такой подход предложен. Да. Но посмотрим, как это будет реализовываться. Да. Ну и 68-й квартал, где должен строиться университетские корпуса, общежитие, это, ну, скажем, проще, это радиополе наше, да, по улице Автодорожной, тоже такой интересный подход. Вот. Ну и, конечно, обустройство наших основных магистральных улиц, будем говорить, да, чтобы обеспечить проезд. Если, например, действительно мост будет строиться, это основной транспортный поток же пойдет через мост, а потом через город. И, конечно, в этом мастер-плане вот этот основной грузопоток, транспортный поток, проблему вот этого транспортного потока, да, ну, будем говорить, чтобы наиболее коротким путем от моста грузовые машины проходили, ну, скажем так, на Вилюйский тракт. Вот эту проблему должны они решить-то, как раз в мастер-плане. Какие-то вот эти, значит, магистральные улицы должны расширить и тому подобное. Да. Сегодня, как вы знаете, у нас пробки, да, на удивление. Да. Я вот не могу не спросить, да, у вас, как у специалистов в своей области, вот мы говорим, да, о разных городах, вот вам какой город лично нравится, вот на какой город надо равняться? Ну, наш Якутск, понятно, что, ну, положа руку на сердце, это не идеальный город на земле, да, вот, к чему надо стремиться, в каком городе России, может быть, мира, видите хороший пример? Так, интересный вопрос. Не смогла удержаться. Ну, хороший вопрос на самом деле, да. Но если Россию взять, я был во многих городах. Да. Ну, к сожалению, вот провинциально во многих городах все-таки старая застройка преобладает. Да. Нету... Сегодня мне больше всех, наверное, нравится Казань все-таки. А что там именно? Вот. Ну, во-первых, ну, видно, что город очень обустроенный. Есть историческая часть, которая отдельно вынесена, как бы, да, вот этот Кремль ихний, да. Все это дело, ну, представлено очень хорошем, качественном уровне, да, во-первых. Да. И сам город, где, ну, скажем так, более-менее хорошо решены вот эти транспортные потоки, само благоустройство города очень хорошо решено, да. Нету, будем говорить, там, мусора и тому подобное, да. Здания современные очень. И как-то сочетание вот этого современного строительства, да, со старым, все-таки она очень гармонично сделана, да. Вот. Йошкар-Ола нравится. Ну, наверное, может быть, кто был, наверное, знаете, что она, ну, немножко, может быть, как-то, скажем, в таком голландском стиле представлен, ну, копия сделана, точнее, да, вот эта набережная вся, но тем не менее смотрится красиво, да. Кстати, вот такой интересный пример тоже есть, да. Одним из таких очень удобных микрорайонов, скажем так, до сих пор она представляется современным, это микрорайон, энергоэффективный микрорайон Милани. Казалось бы,
итальянский город со старыми традициями и тому подобное, да, но тем не менее, вот в начале 2000-х годов, по-моему, или в конце 90-х годов, там как раз отдельный микрорайон сделан, да, вот, и очень удобные, ну, скажем, все вопросы вот, энергоэффективности там представлены, вот, и с точки зрения комфортности, в принципе, микрорайона, она на очень высоком уровне сделана. Да. Ну, про Сингапур я вообще молчу. Это вообще Вот, город будущего. Это город Но я будущего, вот, кстати, конечно. знаете, что поняла? Мы сейчас только говорим о проблемах Якутска, да, но ведь в Якутске и вообще в Якутии же тоже есть, наверное, уголки, которые сделаны правильно, комфортно, хорошо. Вот вам что где нравится? В Якутии, в Якутске, в частности? Но, тем не менее, да, вот мы, хотя ругаем там иногда, да, свой город и тому подобное, как без этого, мы же, да? когда уезжаем, все равно скучаем. Конечно. Правильно же, да, по нашим там белым ночам и тому подобное, да. Поэтому, ну, город Якутск на самом деле строится, да, по большому счету, да. Те, которые уехали там 90-е годы и так далее, когда приезжают, они удивляются, да, что действительно город строится. Да. Это не во всех городах. Кстати, да, я как говорил, да, порядка 300 тысяч квадратных метров, это ежегодно жилья сдается, это не во всех городах. Если взять даже центральную Россию, это тоже редкость, там кранов тоже мало увидишь. А сегодня у нас, ну, практически уже лет, скажем, 20, ну, наблюдается у нас строительный бум, да. Ну да, у нас безостановочно да, что-то да, строят. безостановочно. Поэтому, конечно, город преобразился, будем говорить, да, тем не менее. Да. Сегодня, ну, будем говорить, более-менее такие правильные подходы к градостроительству наблюдается, по крайней мере. Да. Проводятся, ну, как я говорил, различные конкурсы. Ну, конкурс, помните, по разработке то же самое, значит, площади Ленина недавно был. Если все это дело мы действительно будем реализовывать, да, я думаю, город у нас будет ну, наверное, достаточно реализуют. красивый. Жатай же, допустим, стал красивый, так что, наверное, Да, и остальное конечно. потянется. Хорошо, спасибо. На этом у нас все.